Уважаемый модератор и уважаемые участники конференции, международные эксперты, дамы и господа. Я Абдуллаев Камил Кадамович, являюсь председателем Общества инвалидов Узбекистана. Разрешите поблагодарить вас за то, что пригласили меня на эту конференцию. В обществе инвалидов состоят около 1 миллиона людей с инвалидностью. Основная цель и задача Общества инвалидов Узбекистана является защита и права инвалидов и оказание равных условий инвалидам в обществе. Хочу, чтобы вы обратили внимание на важные аспекты, которые произошли за последние 8 лет. В Новом Узбекистане заметно улучшилось качество жизни инвалидов. И если сравнивать ситуацию людей с инвалидностью сегодняшнего времени со сравнением с ситуацией за прошедшие 8 лет, то заметно резко выросло и улучшилось положение людей с инвалидностью. При президенте Узбекистана образовано Национальное агентство социальной защиты. Она призвана обеспечить права граждан на социальную защиту и кардинально улучшить качество социальных услуг в собственности. Это коснулось людей с инвалидностью Узбекистана. В Республике Узбекистан более 40 законов, а также постановления, указы, распоряжения президента свыше 200 подзаконных нормативных актов находятся под личным контролем президента. Это факт. Однако есть такой Бурханов Хасанбай, который возглавляет движение Эркин Узбекистан и постоянно порочит имидж Узбекистана. Кто такой Хасан Бурханов и откуда я знаю его? Этот человек работал в нашей организации председателем городского отделения и обманным путем украл в 2012 году $100 тысяч США. Он находится в бегах с 2012 года, который прячется от правосудия в Германии. Прошу оказать содействие ОБСЕ, не допускать на такие конференции и депортировать Хасанбая Бурханова обратно в Узбекистан, чтобы он ответил перед законом и перед инвалидами Республики Узбекистан. Вот решение суда. В конце хочу сказать в своем выступлении, Хасанбай Бурханов обвинял президента Узбекистана, что он спонсирует терроризм. Это необоснованно. Наш президент никогда не спонсировал терроризм. Наоборот, всегда был против терроризма. К событиям в Украине он уже сказал, он за целостность Украины. Спасибо за внимание. Спасибо. Сейчас международное сообщество International Community for Georgia Development and Progress, потом демократические выборы Казахстана. Спасибо. Я Джулия Шемшуби, президент международного сообщества для развития Грузии и прогресса. Я сожалею, но мне надо сказать, что это факт, что у Грузии сейчас нет демократического правной системы. И сейчас они допустились многих нарушений во время предыдущих выборов, и сейчас правосудие контролируется политиками. Судьи даже подвергались санкциям, и сейчас правовая система продолжает служить людей у власти. Система была разрушена, а законодательная и судебная закона сейчас служит лишь пользе тех у власти. А сейчас гражданское общество Грузии подвергается риску исчезновения. Сейчас ресурсы в Грузии, которые способны сопротивиться российскому насилию, может быть, они исчезнут завтра. Сейчас эти системы правосудия и законодательства служат всему, только не демократии.
власти Грузии сказали, что демократия является фруктом ленивых европейцев, которые они способствуют и резким изменениям. Это показывает, что Грузия делает свои уроки, и она делает свои уроки очень трудно. И мы будем сталкиваться с этим, пока эта система не провернется. Спасибо. А следует демократический выбор Казахстана. Democratic Choice of Kazakhstan. Господин модератор, меня зовут Ильдос Насипеков, я координатор штаба оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». В своем выступлении я бы хотел изложить ситуацию с правом на справедливый суд в Казахстане. Несмотря на заявление властей Казахстана о якобы усилении независимости судебной системы, в последние годы власти Казахстана наладили практику закрытых судов в отношении представителей гражданского общества. Другими словами, на суд не допускают никого, кроме самого подсудимого и их адвоката. Таким образом, власти пытаются скрыть факты фабрикации уголовных дел и нарушают право на открытый и справедливый суд. Это привело к тому, что во время таких закрытых судов активистов, правозащитников, оппозиционеров, журналистов и блогеров осуждают на длительные тюремные сроки просто по показаниям секретных свидетелей от власти. В августе 2024 года гражданский активист и бизнесмен Асылбек Жамуратов был осужден на 7 лет лишения свободы во время закрытого суда. Все обвинения в отношении него строились на его же показаниях, которые он дал под давлением. На 7 лет лишения свободы на закрытом суде был осужден оппозиционный политик и 7-кратный рекордсмен книги рекордов Гиннесса Марат Жламбаев. Его обвинили в том, что он призывал США и Евросоюз ввести персональные санкции в отношении президента Токаева за помощь России в обходе санкций в контексте войны России против Украины. Известный правозащитный фонд Клуни и целый ряд международных организаций потребовали от властей Казахстана освободить Марата Жламбаева, но он продолжает находиться в заключении. Закрытый суд прошел и над журналистом Думаном Мухаммедкаримом, который был осужден на 7 лет лишения свободы за взятие интервью у лидера оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтара Аблязова. Правозащитник Айдар Сыздыков был осужден на 5 лет лишения свободы за якобы хранение и распространение наркотических веществ. Рассмотрение его дела в суде прошло в экспресс-режиме всего за 2 недели. Все доводы Айдара Сыздыкова и его адвоката суд отклонял без каких-либо обоснований. Вопиющим фактом стало и то, что его осудили на основании показаний анонимного свидетеля, который прямо сотрудничает с полицией. Своими действиями власти Казахстана нарушают свои международные обязательства и лишают гражданское общество возможности вести эффективное наблюдение за судебными процессами. Призываю страны ОБСЕ потребовать от властей Казахстана прекратить практику закрытых судов, а также считаю необходимым расширить мандат программного офиса ОБСЕ в Казахстане, чтобы они осуществляли регулярный мониторинг политически мотивированных судебных процессов. Также обращаюсь к делегациям США, Канады, Великобритании и стран-членов Европейского Союза с призывом совершить визит в Казахстан и посетить вышеупомянутых лиц в местах заключения свободы. Спасибо за внимание. Я напоминаю всем докладчикам, чтобы пытались говорить более медленно и четко, учитывая переводчиков. Австрия. Северная Македония, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и другие страны принимают участие в этой декларации. Уважение и защита верховенства права является очень важным, и это наше обязательство, чтобы эти принципы уважать. Евросоюз все время стремится к повышению эффективности отправления правосудия и обеспечению судебных разбирательств и прозрачности. Независимость судебной власти, конечно, это основа гражданского общества. Независимость судебной власти имеет огромное значение. Это наша ответственность, чтобы
гарантировать всем доступ к справедливому судебному разбирательству. Любое отклонение от этих правовых принципов или произвольное использование государственной власти идет, мы против этому сопротивляемся. В свете продолжающейся агрессии, войны России против Украины, мы призываем, чтобы Россия выполнила свои обязательства. Мы решительно осуждаем применение Россией пыток, сексуального насилия и произвольных содержаний. Права украинских военнопленных, гарантии справедливого суда и гуманного обращения должны быть обеспечены. Военнопленные должны иметь право на судебное разбирательство, право на подготовку своей обороны, и отказ в этих правах – это преступление. Согласно докладу Московского механизма за этот год, российские власти постоянно не соблюдают эти обязательства. Мы призываем Российскую Федерацию немедленно и безоговорочно освободить задержанных гражданских и военнопленных и вернуть этих людей, в частности детей. Мы также призываем к освобождению и реабилитации тех, которые были произвольно задержаны за факт, что реализовали свои права человека. И судебные разбирательства против артистов, активистов обозначают, что это инструмент репрессий против отдельных людей. Мы обеспокоены также ситуацией в Беларуси и процессами запугивания и преследований гражданского общества. Военнопленные подвергаются пыткам и не имеют доступа к медицинским услугам и пропадают без вести. Евросоюз призывает к освобождению всех политзаключенных и к реабилитации. Спасибо большое. Спасибо. А сейчас Совет Европы, а потом Protection of Rights Without Borders. Спасибо, господин модератор. Я Алина Марджиновска, возглавляю офис Совета Европы в Варшаве. Совет Европы играет главную роль в обеспечении верховенства права и судебной системы. Опираясь на этих принципах, мы опираемся также на беспристрастность правосудия во времена, когда судьи и прокуроры подпадают под давление. Роль международных организаций является важнее, чем прежде. Комитет министров является главным в обеспечении этого при Европейском суде правосудия и также ведет действия, связанные с независимостью. Эти действия могут относятся к судьям, когда судьи подвергаются дисциплинарной ответственности за вынесенные решения. Есть несколько факторов, которые усложняют такие дела. Они бывают сильно политизированными, когда касаются конституционных органов государства. В этом контексте дела, представленные, связанные с Конституцией, представляются государствами, как будто они ущемляя их право на самоопределение. Однако определяется комитетом министров, что это не что это не является препятствием для внедрения решений Европейского суда по юстиции. И это не ущемляет их прав, но также на уровне экзекуции всегда воспринимаются предлагаемые документы, учитывая также ситуацию, но и также бывают вдохновением для предлагаемых мер. Спасибо. Спасибо. А сейчас у нас Protection Without Borders, а потом Social Support, Legal Support and Monitoring Center Navoya Region. Спасибо большое.
Аспикар Хартунян из Protection of Rights Without Borders, защита прав без границ. Армения имеет очень интересный опыт, если речь идет о реформах судебной власти и независимости судебной власти. Хотя то, что происходит в Армении, выполняет требования евросоюзовских стандартов, но, с другой стороны, нам надо еще проделать довольно много работы, если речь идет о назначении судей, и если речь идет о системных реформах судебной власти. Публичное доверие, общественное доверие к системе, к сожалению, уменьшается. Недостаточные человеческие ресурсы также осложняют ситуацию и не позволяют внедрять прогрессивные изменения. Например, используются дисциплинарные процессы с целью устранения судей, которые являются неудобными. И таким образом процесс может политицизироваться. Дорогие коллеги, когда мы говорим о справедливом суде и о независимости судебной власти, мы не можем забывать об Азербайджане и о трактовке военнопленных, потому что эти судебные разбирательства не отвечают стандартам международного права. Нет слушаний показаний свидетелей, нет объективных судов. Не имея дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном, не существует возможность подачи жалоб и апелляций. Иногда появляются ситуации, когда пытками добиваются у военнопленных показаний и сведений. Все время происходят этнически мотивированные преследования. Сейчас подходит конференция КОП-29. Надо обращать внимание на гуманитарный конфликт, у которого пока нет разрешения. Международное сообщество должно оказывать давление на Азербайджан, освободить незаконно задержанных военнопленных. Нам нужна поддержка, но и если эти армяне не будут освобождены, это приведет к дальнейшему подрыву доверия. Мы призываем к мониторингу реформ судебной власти в Армении, чтобы эти реформы были справедливыми, прозрачными и приводили к справедливым судебным разбирательствам. Спасибо. Сейчас у нас Social Support Legal Promotion Volunteering Center, Новойская региона Новой. Есть у нас представители этой организации? Нет. Если нет, тогда проходим к следующим по списку Public Foundation Арукхак, а потом Ukraine War Archive, украинские военные архивы. Меня зовут Таригожна Бахаджан. Свое выступление я хочу начать по просьбе своих кыргызских коллег. Вчера стало известно, что моим коллегам из Быр-Дюйно, Кыргызстан, во второй раз и уже окончательно Конституционный суд Кыргызстана отказал в иске на признание несоответствующими Конституции новых положений закона о некоммерческих организациях, которые НПО определяют статусом иностранного агента. Толикан Исмаилова, она здесь присутствует, призывает ОБСЕ напомнить Кыргызстану о первой и второй корзине человеческого измерения и о выполнении своих международных обязательств по третьей корзине. В Казахстане верховенство права продолжает ухудшаться. В нашей стране продолжают сталкиваться с обеспечением соблюдения права на справедливое судебное разбирательство. Независимость судей и прокуроров подвержены политическому давлению. Казахстан на весь мир продемонстрировал показательный онлайн-судебный процесс бывшего министра Бишимбаева, обвиненного в убийстве жены. Судья Айжан Кульбаева продемонстрировала вид принципиального и справедливого судьи, который до обеда вынесла приговор 24 года Бишимбаеву, а после обеда уже в закрытом суде вынесла приговор другому влиятельному чиновнику 5 лет колонии.
Ранее эта же судья осудила в закрытом режиме политических заключенных журналиста Махамбета Абжана на 9 лет и лидера партии ЕЛ-3Г Нуржана Альтаева на 10 лет. Судья Айжан Кульбаева имеет лицо стандартного судьи казахского правосудия. В Казахстане стоит острая проблема укрепления независимости судебной системы и повышения общественного доверия к судам. А процессы связаны с отбором, назначением, переводом и дисциплинарным наказанием судей вообще непонятны обществу. В городе Степногорск уже более 23 дней держит голодовку лидер партии «Алга Казахстан» Марат Желанбаев. Он протестует против незаконного осуждения в закрытом суде на 7 лет по сфабрикованному обвинению. А в городе Кокшетау протестует против личного недопуска в зал заседаний суда. Другой политический заключенный Тимур Данибаев. Рассматривается дело по пыткам, в котором Тимур проходит потерпевшим. Он для участия в суде был специально этапирован из Астаны, но судья Галым Кайшибеков отказывает в ходатайстве Тимуру лично принимать участие в суде. Практика закрытых судов над политическими оппонентами в Казахстане стала нормой. Приговоры, вынесенные политическим заключенным Амирову, Андреевой, Ашербекову, Ельшибаеву, Кысымбаеву и Клышеву, не признаются ни самими осужденными, ни правозащитниками законными, обоснованными и справедливыми. Казахстан, принимая и соглашаясь с обязательствами государства-участника ОБСЕ, должен продвигать верховенство права, основанное на уважении международного признанных прав человека, включая право на справедливый суд. Спасибо. Thank you. Спасибо. Сейчас Ukraine War Archive и потом я спикер. Украинский военный архив – это организация, которую мы основали, чтобы фиксировать то, что происходит во время войны. И мы хотели бы сохранить память о этой войне, чтобы учесть правду и предотвратить восстановление опасного прецедента. Мы хотели бы предотвратить также потерю доказательств и продвигать идею подотчетности. Мы создали площадку оцифровки, которая помогает нам управлять всеми ресурсами и собирать доказательства. Благодаря этому расследования идут более эффективно. Мы собираем показания свидетелей и публикуем отчеты и организуем эти материалы таким образом, чтобы они составили базу данных, потому что этих данных очень много. Таким образом, мы пытаемся также разрабатывать разные инструменты, которые помогут заводить судебные дела. Сейчас 220 терабайтов данных и свыше 20 миллионов штук документов и материалов. Мы работаем с разными партнерами в международной среде. Через офис прокурора Международного уголовного суда мы знаем, что тысячи российских граждан также допускалось речи ненависти. Доказательства собираются. Мы собрали 7000 часов видео с доказательствами. Мы также работаем с сообществом, с гражданским обществом, с НПО и индивидуальными лицами. Все могут подавать свои материалы на нашу платформу. Мы потом анализируем эти материалы и их организуем. Таким образом, наши партнеры могут использовать наш архив для своих расследований. Именно этот подход приводит к тому, что наш архив помогает фиксировать доказательства преступлений, которые совершаются во время войны против Украины. Сейчас я спикер. Здравствуйте, уважаемые коллеги и участники конференции.
я как представитель независимой негосударственной некоммерческой организации хотел бы рассказать пару слов о частности позавчерашнего докладе на пленарном заседании БДИПЧ УБС, так называемым активисты Кошхарбай Туримратов и Харлбай Бикмуратов отметил о якобы нарушениях прав каракалпакских журналистов и блогеров Бахтияра Кадырбергенова, Абдумалика Хожиназарова, Мустафа Турсунбаева и Саламат Бекмуратова, которые были осуждены за активную гражданскую позицию. Учитывая, что в Узбекистане превыше всего остаются верховенство права и свобода человека, хочу заверить вас, уважаемые участники конференции, что вышеупомянутые каракалпакские блогеры и журналисты привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства Узбекистана. Например, блогер Бахтияр Кадырбергенов во время нукусских событий активно занимался пропагандой среди населения, призывав к захвате правительственных зданий в городе Нукусе, а также международного аэропорта города Нукус. В этой связи был действительно осужден на соответствующим статьям Уголовного кодекса, однако проявление гуманности судебных органов ему было применено наказание, не связанное с лишением свободы. В настоящее время Бахтияр Кадырбергенов занимается сельскохозяйственными работами в выделенному ему 2 гектарных земельного участка в Ходжелевском районе Каракалпакстан. Другие якобы незаконные осуждения Абдумалик Хожиназаров также в ходе июльских событий 2022 года в Каракалпакстане посредством сети интернет активно призывал население к массовым беспорядкам. Аналогично и Абдумалику Хожиназарову было применено условное наказание. Он в настоящее время продолжает свою работу в качестве редактора в газете «Акмангыт». А блогеры Мустафа Турсунбаев и Саламат Ситмуратовы были привлечены к уголовной соответственности в июле 2023 года в связи с тем, что они, как вчера отметила журналистика информационного сайта Амхур-Уз Лала Исмаилова, в преступном сговоре, злоупотребляя блогерской деятельности, предприняли шантажировать и запугать руководителя фермерского хозяйства путем угрозы публикации негативных материалов. В результате были задержаны в ходе получения $1300 США от руководителя фермерского хозяйства. Я хочу заверить участников конференции, уважаемый Кошхарбай Туримратов и Харлбай Бекмуратов, обманывает общественность всего мира, к примеру, упомянутым им Исмхан Канатов и дают их события. Спасибо за внимание. Thank you. Спасибо. А поскольку у нас было 20 спикеров, а сейчас позволю себе позволить вам, что придерживайтесь временных рамок 3 минут, представьтесь и также говорите медленно и четко, следует Rights and Freedoms of Turkmenistan. Спасибо. Меня зовут Зоя Карменизова, я представляю Rights and Freedoms of Turkmenistan. Сейчас я хотела бы начать с решения комитета ООН, которая вынуждает возмещение прав от данного лица за незаконное изъятие его имущества и того, чтобы вернуть ему все. Это огромная победа. Люди, у которых нет возможности получить доступ к правосудию, к защите, опасаются поступить в процессы, которые находятся под полным контролем властей. Для тех, кто являются вот в данных делах, решения принимаются не судьями, а самим президентом и его семьей. В данном случае
граждане лишаются своих прав, таких как гражданских Джемиль-Турдиева или Берден Мухамедов и двух еще других лиц в случае уголовных дел. Это намерено на то, чтобы лишить их прав, а не защищать их права. И это случается в рамках системы, которая создана для защиты их прав, а на самом деле принесает. Также надо сказать, что это относится, что президент Бердымухамедов, который способствует непотизму и коррупции, и назначил своих братьев и членов своей семьи на значительные посты. Все опасаются его и тем более, что он представляет собой под портретом Бердыму Мухамедова на пост руководителя железных дорог и запугивает всех. Я хотел бы подчеркнуть, что не всегда можно подать в суд, в особенности, что во главе всех процессуальных дел стоит сам президент. Сам президент это делает, ведет к непотизму, коррупции и бесправию. Все, кто сопротивляется во все права, которые возглавляет президент, приговаривает себя самого к смерти. Это касается журналистов, активистов, которых лишается права на защиту. И потому что пока судей избирают местным, не будет никакого права, укрепленного в Конституции. Это будет только ущемлять, и они лишатся жизни, и попадут в концентрационные лагеря. Международные власти, мы обращаемся к международным организациям, призвать, пожалуйста, могу попросить вас завершать. Директор, мы призываем международное сообщество уделять внимание этой ситуации и привести к независимости судебной системы и обеспечения права на справедливое разбирательство всем гражданам. Спасибо. Спасибо. Следующим спикером является Азербайджанский институт по демократии и правам человека. We don't have the Думаю, что представителей этого института нет в зале. Их нет, так что давайте сейчас Center of Political Analysis and Forecasting Crimea, Центр политических анализов. Меня зовут Людмила Коротких, и я из Центра политического анализа и прогнозирования Крым. Я представляю коренной народ Украины, крымских татар. С 2014 года, когда Российская Федерация начала фактический контроль над Крымским полуостровом, оккупационная власть активно преследовала и давила на коренной народ и активистов. В нарушении статьи 64 4 Женевской конвенции Российская Федерация ввела на оккупированной территории свое законодательство. По данным Крымско-татарского ресурсного центра, за время оккупации 362 человека подвергались политическому преследованию в рамках уголовных дел, 226 – это представители коренного крымского народа. Кроме того, против проукраинского населения полуострова заведены тысячи административных дел, связанных с нарушениями общественного порядка, организацией стихийных митингов и дискредитацией вооруженных сил РФ. В ходе разбирательств, так называемых разбирательств, допускаются нарушения как российского процессуального законодательства, как и международных стандартов. Подозреваемые систематически подвергаются пыткам и бесчеловечному обращению. Кроме того, они лишены доступа к эффективному механизму правовой защиты, потому что независимая судебная система в Крыму была полностью разрушена. В своем постановлении от 25 июня 2024 года по делу Украина против России за Крым Европейский суд по правам человека установил, что
административная практика России привела к многочисленным нарушениям прав человека в Крыму. В частности, суд постановил, что повсеместное применение российского законодательства в Крыму после оккупации нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. И суд также признал, что продолжающаяся незаконная практика лишения свободы, судебного преследования и осуждения украинских политзаключенных на основании применения российского законодательства в Крыму оказывается незаконным. И этот суд не был созданным на основании закона. Подобная практика распространилась на новые оккупированные территории после 22 года. В таких условиях мы не можем говорить о верховенстве права или обеспечении права на справедливое разбирательство для всех граждан Украины. Свобода наших народов невозможна без освобождения наших территорий. И для этого нам нужна поддержка и участие всех наших партнеров и международного сообщества. Спасибо за внимание. Next, we have Спасибо. Сейчас у нас Union of Informed Citizens. Спасибо, господин модератор. Меня зовут Марвин Бельсанян. Я директор программы Union of Informed Citizens. Независимая судебная система является основополагающей компонентой общества. Увы, это не является тем случаем в Азербайджане. Вместо того, чтобы этих людей возвращать в Армению, как предусмотрено в международных конвенциях, военнопленных преследуют по ложным обвинениям. Они участвуют в ложном процессе, к которым адвокаты даже не имеют доступа, они также не пользуются даже услугами переводчика и не понимают, что происходит в зале, в судебном зале. Суды превратились в театр, и это значит, что военнопленные не возвращаются в свою страну, и это оказывает давление. И то, что сказал представитель Азербайджана, сказал, что то же самое происходит в Армении, позвольте сказать, что это неправда, потому что это касается тех, кто во время мира пересекли границу и убивали мирных граждан, а остальные были возвращены за границу. Самым главным признаком существования системы правосудия это право на отправление писем до процесса. Проблема является также то, что те, против которого комиссия против коррупции выдала несколько решений, их назначили судьями. Это также является главного суда, который ввел, против которого существуют решения Европейского суда за нарушение прав. Существуют также решения этого Европейского суда, также против сегодняшнему, вот в связи с его действиями против сегодняшнего премьер-министра Армении Пашиняна. Это также является проблематическим, как было также произнесено в постановлениях против коррупции. Мы призываем армянские властей заняться этим проблемой. Спасибо. Следующим Параминен Юнин Гармас Шаньеван. we don't have the Представителей этой организации нет в зале. Тогда давайте перейдем к National Endowment for Prosperity. Пожалуйста, вам слово. Thank you. My name is Hussein Suleiman.
Я директор National Endowment for Prosperity. В Казахстане прошли крупные реформы с путем укрепления позиций судей. И эти новые изменения также прошли уже с Верховного суда в Совет по судебной власти. Тема наказаний судей сейчас не находится в руках судов, а нарушения верховенства права все время переходят под мандат Национального совета по судебной власти. Так что сейчас мы разделили эти сферы ответственности. Есть также новая система финансирования судов. Система правосудия получает конкретный процент от бюджета, и нельзя этого уменьшить, что является важным моментом, связанным с качеством. Политзаключенные, те, которые совершили преступления, всегда пытаются всегда пытаются доказать, что они мирные граждане. Например, господин Дашинбеков, который изнасиловал женщину, пытает показываться как политзаключенный. Был также мужчина, который убил свою жену. Перед концом своего срока суд заменил его срок на финансовый штраф. И этот человек освободился, но после освобождения он допустился кражи и других преступлений. Дышибаев никаким образом не изменил своего поведения, продолжает употреблять алкоголь и, например, напал на человека и поранил его бутылкой. За это получил 5 лет лишения свободы. Ну вот, где тут политические факторы? Люди получают штрафы за тяжкие преступления. Этот человек также обманул женщину на большую сумму денег и получил несколько тысяч долларов финансового штрафа. Мендегазиев, как часть организованной преступной группы, не платит не платит налогов. Есть и ряд других людей, которые приходят к власти незаконно. Спасибо. Следующим является Черногория. Господин модератор, дамы и господа, меня зовут Майор Ялкович, я представляю Министерство юстиции Черногории. Это огромная честь участвовать в этой дискуссии на так важные темы и отметить прогресс, который мы завершили для обеспечения верховенства права. Прежде всего, надо заметить, что Министерство юстиции Черногории продолжает свои усилия для обеспечения повышения правосудия. Это относится также, опираясь на документы, как и правозаконы, связанные с системой правосудия. В этом контексте, в этой связи законы, которые были предусмотрены в этом году, относятся к реформам в этой области. Изменения закона являются очень важным, в том числе относительно политической службы, и они относятся к обеспечению прозрачного процесса и доступа международных экспертов. Эти законы берут в учет международные рекомендации, в том числе Венецианской комиссии, система назначения судей и прокуроров был также принят в учет. Прежде всего,
мы будем продолжать наши усилия для того, чтобы обеспечить верховенство права и независимость судей и право на беспристрастное судебное разбирательство. И мы показываем, что это так, что система правосудия доступна всем гражданам, опираясь на принцип равенства перед законом. И мы обеспечиваем того, чтобы это было транспарентным процессом. Мы считаем, что это приведет к видимым результатам и приведет к защите прав человека в нашей стране. Я ожидаю в дальнейшем сотрудничества с международными партнерами и ОБСЕ в рамках этого важного процесса. Спасибо. Спасибо. А сейчас у нас Human Rights of Nagorno-Karabakh Refugees, потом Турция. Спасибо большое, Антоний Григорян. Меня зовут. Международное право гарантирует факт, что все, которые обвинены в преступлениях, привлекаются к ответственности. Но последняя агрессия Азербайджана составляет проблему. В 2023 году Азербайджан провел этнические чистки граждан Нагорного Карабаха, и это одно из самых крупных печальных нарушений прав человека в последней истории. Многим людям пришлось покидать их дома и бежать с своей земли. Но несмотря на эти серьезные обвинения, международное сообщество не обеспечило привлечение к ответственности виновных. Это отсутствие подотчетности и ответственности не позволяет на отправление правосудия и выполнение стандартов международного права. Преступники безнаказанные и знают, что, вероятно, не будут привлечены перед суд. Но Международный уголовный суд был создан за тем, чтобы предотвращать этого типа ситуации. Но несмотря на все механизмы защиты, все-таки мы имеем дело с печальными нарушениями прав человека. Люди Нагорного Карабаха прошли этнические чистки и другие преступления в 2020 и 2023 году. Я призываю международное сообщество, организации по правам человека и другие начать действовать решительно. Жертвы войны Азербайджана все время ждут правосудия и справедливости, и мы должны обеспечить право на справедливый суд, чтобы это не была только идея, а практическая мера. Спасибо. Сейчас Турция и потом Венгерский Хельсинский комитет. Господин модератор, уважаемые участники, Турция придерживается принципов, связанных с европейскими правами. Конечно, никакая страна здесь не свободна от проблем. Для этого релевантные институты работают в рамках плана 23-24, а также стратегий реформ по турецкой конференции. Судебная власть исполняется независимыми судами, а судьи принимают свои решения, опираясь на Конституцию и свои личные убеждения. Никто не выдает им инструкций относительно внесенных решений. Право на независимые решения надо считать и без никаких давлений изнутри.
я хотел бы заметить, что турецкий уровень соблюдения прав человека является выше, чем среднестатистический. Я хотел бы напомнить об этом некоторых членам делегаций. И в рамках это относится также к учредителю Ассанжа, который является политзаключенным и который проводил свои независимые журналистские, а сейчас является заключенным. Спасибо. Учитывая то, что у нас все осталось очень много докладчиков в списке, постараемся позвонить всем. Я дам знак нашим говорящим, когда будет приближаться за 15 секунд до конца. Сейчас Венгерский Хельсинкский комитет, потом International Association of Democratic Against Authoritarian Regimes. Спасибо большое, ваше превосходительство, дорогие коллеги. Я являюсь главой Венгерского Хельсинкского комитета. Это самая крупная правозащитная организация. Уже свыше 10 лет я и мои коллеги обращали ваше внимание на факт, что правительство использует свое супербольшинство, конституционное большинство и изменяет произвольно законы Венгрии. Это приводит к подрыву доверия к институтам и создает несправедливую избирательную систему. Это приводит к притеснениям против СМИ и подрывает свободу проведения научной деятельности, деятельности СМИ и правозащитников. И, конечно, это также подрывает независимость судебной власти. В последнее время наши коллеги сопротивлялись громко. Мой коллега сегодня уже говорил о некоторых аспектах касательно подрыва независимости судебной власти. Я хотел бы подчеркнуть еще дополнительные темы. В апреле вступил в жизнь новый закон, который искореняет вообще независимость прокуроров и дает министру юстиции неограниченную власть над системой судов, прокуратур, и это все приводит к ограничениям независимости судебной власти. И сейчас также Министерство юстиции получает доступ к конфиденциальной информации, которой нормально иначе не получал бы доступа. Это нас беспокоит, потому что сейчас правительство может вводить чрезвычайное положение и может изменять и вмешиваться в решения судов. Существует все больше и больше областей, в которых правительство просто не позволяет выполнять решения наших национальных судов. И это, конечно, уменьшает уровень общественного доверия к этой системе. Венгерские власти не выполняют постановлений европейских судов. Таких решений есть 25, и они все время не выполняются. И практически 80% пока вынесенных решений европейскими судами не выполняется. Это самый высокий процент в Европе. Впервые в истории Венгрия отказывается от выполнения решения Европейского суда. Эта проблема требует комплексных и широких решений. И я еще подам свое выступление с дополнительными документами в офис БДИПЧ и надеюсь, что вы будете продолжать вашу поддержку. Спасибо. Сейчас International Association of Independent Democrats Against Authoritarian Regimes, а потом Lawyers for Lawyers. Существуют диктатуры в Азербайджане, Таджикистане, которые поддерживают бандитскую Россию, но Турция
Монголия, Кыргызстан также делают шаги в этом направлении, в направлении этой группы. Прежде всего надо заметить, что Монголия имеет бандита Чингисхана как своего образца лидера, и пока вот почему азиатская Монголия входит в состав ВСА, там были проблемы в этом диктаторской стране. Эта диктаторская страна имеет фальшивые, фабрикованные законодательства, также и систему правосудия. Они притесняют людей под предлогом участия в терроризме и экстремизме, как все диктаторские государства. Но прежде всего такова ситуация в России, Беларуси, Казахстане. Вы знаете, что даже передача пищи в тюрьмы к заключенным является экстремизмом. А убийство детей и женщин полицейскими осталось без наказания. То же самое относится к Грузии. Также законодательство против инагентов, как и в других авторитарных странах. В Беларуси суды лишь для того, чтобы применять наказания без права на защиту. Государства Европы, вот 8 белорусских граждан пыталось получить право на процесс перед Варшавским судом после клеветы в журнале, в польском журнале «Rzeczpospolita». Почему они не имеют права на справедливое разбирательство в Польше? Помните, что есть также другие такие случаи. Существует право, но у нас есть также и друзья в других европейских странах. Спасибо. Спасибо. А сейчас у нас Lawyers for Lawyers, юристы для юристов, а потом Институт for Human Rights. Do we have lawyers? Lawyers for lawyers, адвокаты адвокатам, юристы юристам. Вы с нами? Да. И я здесь. Адвокаты и юристы играют огромную роль в поддержке верховенства права. Их действия являются очень важными с точки зрения права на справедливый суд. Юристы иногда являются последней линией обороны. Чтобы иметь возможность выполнять свою роль, они должны быть свободными от всякого рода давления, преследований и притеснений со стороны правительства или других акторов. Но, с другой стороны, мы наблюдаем все больше и больше нападений на юристов, адвокатов. Многие из них преследуются или их обвиняют в преступлениях. Но эти атаки идут не только против отдельных юристов, а против организаций. И есть некоторые страны, которые ограничивают или пытаются контролировать исполнительной властью доступ к профессии адвоката. Иногда адвокаты за некоторые дела и за работу с некоторыми клиентами сталкиваются с преследованиями. И иногда их и репутация, и физическая безопасность находятся под угрозой. Иногда они сталкиваются с длинными тюремными сроками. Хотя эти адвокаты хотят помогать маргинализированным группам, как, например, мигрантам. В сентябре прошло 25 лет с момента ареста
одного из правозащитников в Беларуси. Также в 2020 году на 10 лет приговорили правозащитника и юриста из Беларуси, который с февраля прошлого года содержится инкоммуникадо, и все опасаются о его здоровье. В Турции также адвокаты сталкиваются с вызовами, преследованиями и систематически их притесняют. Мы приглашаем в 4 часа на мероприятие сайд-ивент на эту тему. Появляется так называемый эффект замораживания, который ухудшает доступ к правосудию. Без независимых адвокатов и адвокатур не будет верховенства права, и суды не смогут защищать основных прав граждан. Так что мы призываем страны-члены ОБСЕ мониторить эту ситуацию и поддерживать адвокатов, которые подлежат преследованиям. Спасибо большое. Сейчас Институт по правам человека, Институт for Human Rights, а потом партнерство для климата. Спасибо. В Азербайджане отсутствие системы правосудия является огромной проблемой. И сейчас существует 300 политзаключенных, а правосудие является соратником правительства, а не независимой отраслью. Также не хватает прозрачности. Азербайджан также сопротивляется своим, не выполняет свои международные обязательства, также употребляют преследования против юристов. Это значит, что адвокаты не способны защищать тех, на которых направляются обвинения со стороны государства. Мы призываем международное сообщество призывать Азербайджан выполнять свои международные обязательства, как мы слышали вчера от наших коллег из Кыргызстана, где были внесены законопроекты. Давайте привести пример Исмаиловой, которые также противоречат решениям Международного комитета ОБСЕ. Подводя итоги, мы хотели бы пригласить на дополнительное мероприятие по повышению качества системы правосудия в пленарном зале заседаний в 2 часа, в 14 часов сегодня. Спасибо за то, что вы также придерживались временных рамок. Пожалуйста, помните представиться и говорите медленно и четко, облегчая работу переводчиков. А сейчас у нас Climate Observers Partnership, а потом Kazakhstan News Channel. Спасибо большое. Я представляю Climate Observers Partnership. Компания COP29, которая была создана для защиты прав человека перед конференцией COP29 в Баку. В Азербайджане ситуация является очень сложной в Азербайджане с точки зрения независимости судебной власти и права на справедливый суд. Я бы хотел четко сказать, что эти компоненты, эти элементы вообще отсутствуют в Азербайджане, хотя мы являемся страной-членом ОБСЕ и Совета Европы. Так что мы попадаем под юрисдикцию Европейской конвенции по правам человека. Но надо просто посмотреть, хватит посмотреть на отчет Комитета министров, который создала одна из организаций. Азербайджан – это одна из стран, в которой существует большой процент решений Европейского суда, которые не выполняются. И хотя мы являемся членом Совета Европы, сейчас
мы вообще не выполняем стандартов по правам человека. Если речь идет о демократическом законотворческом процессе, у нас существует парламент, но его не избрали. Членов парламента просто назначает президент Алиев и его администрация. Так что если у нас есть депутаты, которые не избираются, а назначаются, конечно, демократического законотворческого процесса нет. Право на справедливый суд. Когда вы посмотрите на дела, которые возбуждаются по политическим мотивировкам, и когда вы сделаете пересмотр решений Европейского суда, это будет очевидным, что все жертвы нарушений прав человека не имеют права на справедливый суд. И я хотел бы также напомнить вам, что я, например, являюсь моя организация, я как глава моей организации, просто мне пришлось бежать, и как Джулиан Ассанж я скрывался за рубежом. Но все-таки меня лишили гражданства бесправно. Я человек без гражданства. Я 8,5 года потерял на дело перед судом по правам человека. И первый раз в истории этого суда решение было, чтобы вернуть мне гражданство, но свыше 1 года Азербайджан отказывается от выполнения этого обязательства и не позволяет мне вернуться на родину. Потому что вот власти говорят, что очевидно меня не интересует. И обратное получение моего гражданства. 8,5 лет я жду. У меня есть заинтересованность оставаться человеком без гражданства. Каракалпакстан News Channel и потом Хельсинский фонд по правам человека Туркменистана. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Я Карлибай Бекмуратов, новостной канал Каракалпакстана. В Узбекистане судебная система далеко не независима. Она работает под прямым влиянием исполнительной власти, подчиняясь воле президента, а не справедливости. В громких судебных процессах, таких как суд в Бухаре, над каракалпакскими заключенными, обвиненными в подстрекательстве к протестам, мы видим срежиссированное представление, а не правосудие. Подсудимых составляют публично каяться, просит прощения у президента, как будто суд превратился в политическую сцену. Это не правосудие. Так называемые признания этих каракалпакских заключенных служат интересам государства, а не поиску истины. Вызов, брошенный Давлетмурат Тажмуратовым, который решительно отвергает обвинения государства, напоминает о сильном давлении, оказываемом на людей, чтобы они согласились с официальной версией событий. Другие, такие как Саламат Калилаев, который потерял часть ноги при жестоком подавлении протестов, олицетворяют глубокие страдания каракалпакских заключенных. Судебная система не сделала ничего, чтобы рассмотреть их жалобы. Вместо этого она работает в тесном сотрудничестве с государством, наказывая тех, кто требует основных прав. Если мы действительно хотим отстаивать верховенство закона, мы должны требовать независимых и беспристрастных судов, где судебная система свободна от политического влияния. Каракалпакский народ заслуживает справедливых судебных процессов и правосудия, которое не зависит от прихода власти. Все остальное – это насмешка над принципами, которые мы обсуждаем сегодня. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. У нас сейчас Туркменистанский Хельсинский фонд по правам человека, а потом НГО
Central Asian Progress and Integration Forum. Бердымухамедовы, поделив власть в Туркменистане, таким образом, когда сын стал президентом, а отец возглавил парламент страны, ни о какой демократизации законотворчества и не помышляет. Насаждаемый им порядок, основанный на их правилах, привел к тому, что законы, принимаемые парламентом, направлены не на совершенствование политической системы страны, а только в угоду и на укрепление личной власти этой семьи. О каком демократическом законотворчестве может идти речь, если туркменский народ находится в неведении законов, принимаемых парламентом? На самом деле эти законы оторваны от реальной жизни народа. Они не улучшают, а ухудшают это положение. С правом на справедливое судебное разбирательство в Туркменистане было покончено в тот момент, когда первый туркменский диктатор Ниязов подчинил себе всю судебную систему страны, назначая лояльных ему лично судей. В результате судебных дел демонстрантов 1995 года, ноябристов 2002 года, членов оппозиции, правозащитников были подтасованы и по ним были приняты несправедливые судебные решения. Кроме того, суды проходили в закрытом режиме. Туркменская общественность не знала, в чем обвинялись эти люди, поскольку судебные решения не только скрывались от общественности, но и от самих обвиняемых. К сожалению, эта практика продолжается и сегодня. Только за последние годы были проведены закрытые судебные заседания, на которых обвиняемые Фархат Мейманкулиев, Максат Баймурадов, Мялик Алабердыев, Равшан Клычев, Мирдан Мухамедов и другие получили различные сроки заключения. Есть сообщение, что силовые структуры, сфабриковав на них обвинения, оказывали давление на них, вынуждая брать на себя вину. По каждому подобному случаю отсутствуют принципы прозрачности, объективности и ответственности лиц, решающих судьбу этих молодых людей. В целом, судебная система Туркменистана требует глубокой, всесторонней и продуманной реформы, а для этого нужна твердая политическая воля руководства страны, а не пустые декларации, которые продолжают звучать как внутри страны, так и за рубежом. Спасибо. Thank you. Спасибо. Сейчас у нас NGO Central Asian Progress and Integration Forum, а потом Институт по демократии и правам человека, Institute for Democracy and Human Rights. У нас есть NGO Central Asian Progress and Integration Forum? Нет. Тогда проходим к Институту по демократии и правам человека, а потом Set My People Free. Нет у нас тогда Institute for Democracy and Human Rights. Таким образом, Set My People Free. Спасибо, господин модератор. Когда суданские протесты 2018 года начали протесты, и они свели с власти, протестовали против мусульманского братства, они высказывались за правосудие и за свободу. Без свободы правосудия и правосудия нет свободы. Опираясь на статьи 18 и 19 Конституции, это право на свободу религиозную, свободу отдельных лиц, это свободы для всех, а не отдельных групп, и право на высказывание всякого лица, потому что если можно контролировать язык, можно контролировать все лицо.
те, кто контролирует высказывания и мнения, контролируют вас. Поэтому государства пытаются установить такой контроль. В нашем законотворчестве мы должны защищать свободу выражения мнения и речи. Они тесно связаны друг с другом. Криминализирование критического и аналитического мышления, опираясь на идеологию и религию, контролирующие людей, как в Иране, как вводя законы о богохульстве в разных мусульманских странах, они ограничают основополагающие свободы выражения. Нам нужно, когда мы создаем наши законы, обеспечивать свободу слова, свободу выражения слова. Это относится также к свободе от идеологии и религии. У нас есть свобода мнения, свобода на вероисповедание или отсутствие его. Если навязывается религию, это не свобода. Можно изменять религию, вероисповедание, но расы свои изменить нельзя. И таким образом, если кто-то атакует расу, это расизм. У нас были объяснения по поводу свободы высказывания и языка вражды в моем высказывании. Спасибо огромное. Следующая организация в главном списке это организация крымских татар. Пожалуйста. Дорогие участники, от имени Центра ресурсов крымских татар я хотел бы напомнить всем, что право на справедливость и право на доступ к правосудию все время нарушается на оккупированной Россией территории России, в том числе в Крыму. В Крыму эти стандарты уже подтвердились Европейским судом в июне. Европейский суд подтвердил, что то, что происходит в Крыму, противоречит принципам международного права, и всякого рода решения российских судов на этой территории являются нарушением прав человека населения Крыма. И вот именно это дело не нравится России. Как бывший агент, как бывший правозащитник, я также нахожусь под угрозой со стороны российских властей. И вот этого типа давления и антисемитские действия против меня были уже подтверждены как преступления украинскими судами, но сотни людей, и в том числе беженцы, являются еще более уязвимыми. Расовая дискриминация, военные преступления обозначают, что населению и жертвам, у населения и у жертв есть право на возмещение ущерба. И пропагандисты и чиновники должны быть привлечены к ответственности, но Россия не обращает внимания на право неприкосновенности, и нам надо обращать внимание на именно крымских татар, которых права все время ущемляются. Крымские татары, как коренное население, все время имеют свои права, и это было также подтверждено президентом Зеленским, и потом еще подтвердилось письмом Меджлиса в украинский парламент. Сейчас Меджлис имеет также ряд дел
против Российской Федерации, в том числе также административные дела. Есть также административные дела против украинских властей. Мы будем информировать ОБСЕ о том, что происходит в этом процессе, и приглашаем на сайд-ивент в 4 часа на тему верховенства права на оккупированных территориях. Перед тем, как перейдем к резервному списку, пожалуйста, докладчики, представляйте себя, как вы называетесь, как называется ваша организация, и, пожалуйста, пытайтесь говорить четко и медленно, чтобы облегчить работу переводчиков. И если остается 15 секунд для вашего выступления, вы услышите этот звук. А сейчас Ассамблея населения Кавказа. Спасибо огромное. Я являюсь делегатом Казахстана. Я прошу прощения. У нас прежде всего Assembly of the People of the Caucasus, а потом Казахстан. Дамы и господа, президент Ассамблеи народов Кавказа, бывший политзаключенный Руслан Кутаев. Исторически российские суды являются инструментом в руках политической власти Российской Федерации. Ярким примером тому служит, когда в 2000 году Россия очередной раз вторглась на территорию независимой Чеченской Республики, с 2000 по 2005 год на конвейер были поставлены ложные суды по сфабрикованным делам, пассионарные молодые чеченские парни, начались суды над ними, и они были осуждены по тяжелейшим статьям терроризма и экстремизма. Защита этих людей фактически не была обеспечена, и суды выполняли тот заказ, который был спущен Путиным и его преступным окружением. Когда вот эти люди, осужденные незаконно, уже отсидели свои срока, и они должны были уже выйти на свободу, там в тюрьмах вновь начались преследования их. Уважаемые друзья, много из этих людей, которые отсидели свои сроки, выдают их трупы. Вы можете себе представить, за неделю до того, как выйти, 20 лет отсидевший человек вдруг повесился в камере. Или его убил сосед по камере. Вот таким образом Россия расправляется с незаконно осужденными людьми. Таким ярким примером является Апти Висаев, дело которого мы, Ассамблея народов Кавказа, вели. Он 18 лет отсидел, вышел на свободу, ФСБ его преследовало, и вновь они его осудили незаконно на 17 лет. Российское преследование продолжается. Сегодня лучшие люди Российской Федерации преследуются. Надежда Киворкова, журналист и правозащитник, по сфабрикованному делу ведется расследование. Шамиль Арбенин, поэт, правозащитник. Тимур Идалов, он адвокат, он защищал незаконно преследуемых. Бахром Хамроев, правозащитник. Вот эти и очень много других людей сегодня в России незаконно преследуются. Политически спущенная установка, курируемая ФСБ Российской Федерации, суды беспрекословно выполняет. Уважаемый председатель, ОБСЕ является авторитетной организацией, международной организацией. Ассамблея народов Кавказа призывает вас, чтобы вы активно вмешались и делали работу, чтобы российские суды каким-то образом привести в порядок и на них имеющий ваш авторитет, влияние. Спасибо. Thank you. Спасибо. А сейчас у нас Казахстан, а после Хуф Глобал. Спасибо огромное. Я являюсь делегатом Казахстана Али Маджадж. Существуют позитивные процессы, в особенности в системе административной юстиции. По заявлению президента Касар-Жумая Токаева, после внедрения административной юстиции, об этом говорилось свыше 12 лет. Было очень много
людей против этого, в особенности представителей исполнительной власти. Они опасались, что города будут ущемлять их права. Это является самым болезненным, там, где нарушались эти права. И там, где это признавалось общими судами, в отличие от судов по гражданской процедуре. И сейчас они не пользовались ответственными ресурсами. После выбора Жомарта Токаева в президенты Казахстана в 2019 году они передались администрационным судам. Эти суды были внедрены в 2021 году. Сейчас уже с 3 лет администрационная судебная система существует и действует в нашей стране. И над ними велись дискуссии партиями и гражданами. По законам Республики Казахстан в данный момент 60% тех, кто принимает участие в них, это обычные граждане. Это по немецкой модели. И этим также занимался Меджлис, парламент Казахстана. По новым законам новые нормы внедряются в эту систему в стране. Казахстан постепенно внедряет германскую модель. Мы надеемся на то, что этот институт приведет к многим позитивным изменениям для Казахстана. Спасибо огромное. Спасибо вам. А сейчас у нас Hof Global, а после того Freedom House. Спасибо, уважаемый модератор, за предоставленное слово. Я Следин Шерзамонов, правозащитник, представляющий памирское меньшинство в Таджикистане. К сожалению, тысячи политзаключенных Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Беларуси остаются в местах лишения свободы из-за лишения их права на справедливое судебное разбирательство. Недавно я посмотрел интервью Лилии Чанишева после ее освобождения по обмену из российской тюрьмы. Невозможно было смотреть это интервью без слез, ведь похожий судебный произвол применяется и в Таджикистане. Одним из примеров такого произвола это суд над Фатхоним Мамачоевой, журналисткой и правозащитницей, единственная вина которой является ее профессиональная деятельность в защите прав этнического меньшинства памирцев. Ульфатхоним Мамачоева очень близкий человек моей семьи. Я знаю ее с детства. Поверьте мне, вынесенный приговор в 22 года за 15 минут судебного процесса как минимум бесчеловечен, а как максимум преступление против человечности и нарушает всеобщую декларацию прав человека. Вдумайтесь на секунду, 22 года лишения свободы. Это пожизненный приговор для 67-летнего человека. Да, для таджикских политзаключенных на российском примере скорее невозможно будет найти равноценный обмен в человеческом измерении. Но в денежном эквиваленте вполне возможно найти рычаги воздействия на режим. Другим примером является похищение из России молодого спортсмена Чоршанбе Чоршанбиева, задержанного в 2021 году в России спецслужбами России и Таджикистана. Суд над этим человеком тоже прошел в строго закрытом режиме после многочисленных пыток, которые продолжаются по сей день. Примером самого свежего нарушения прав на справедливое судебное разбирательство является арест Шокирджона Акимова, первым заместителем председателя Социал-демократической партии Таджикистана и известный юрист, по-прежнему находится в изоляторе временного содержания в Душанбе. Рекомендации для государства членов ОБСЕ.
поддержать и требовать проведения независимых международных расследований по заявлению о нарушениях прав человека в ГБАУ, включить действия сил безопасности, обеспечить ответственности и справедливости для жертв, добиться постоянного мониторинга со стороны Международного комитета Красного Креста мест лишения свободы в Таджикистане. Спасибо вам большое за предоставленное слово. У меня все. Thank you. Now we have Freedom House to be. Freedom House, а потом Узбекистан. Добрый день, Марк Берент, я представляю Freedom House. И я хотел бы перейти к рекомендациям, но полная версия этого текста также была подана на платформу. Freedom House привлекает внимание стран ОБСЕ на факт, что все больше и больше национальных законодательств, которые приводят к притеснениям против НПО и обозначают их как инагенты. Грузия, Венгрия, Сербия, Босния и Герцеговина, Словакия и другие страны или пытались ввести этого типа поправки в свои законы, или ввели новые законы, которые усложняют работу НПО, но это делается под предлогом борьбы с инагентами. Эти законы используются для сужения пространства гражданского общества и являются нарушением основных прав, и так, например, как право на приватность, и также за несоблюдение этих законов есть несоразмерные штрафы. Рекомендации. БДИПЧ должно мониторить за этого типа законодательными проектами, которые приводят к сужению пространства для свободы. Надо также разработать ряд пособий и руководящих принципов, а также механизмов, которые помогут, с одной стороны, бороться с иностранными вмешательствами, но с другой стороны, позволят организациям гражданского общества работать и получать финансирование надлежащим образом. Законодатели должны помнить, что если нет прозрачности и огласки, появляется возможность для вмешательства и злоупотребления законодательством. Freedom House призывает страны ОБСЕ проводить обзоры политик и обращать внимание на законы, которые именно являются угрозой. Надо проводить консультации с гражданским обществом и проводить оценку влияния всякого рода законов, которые говорят о антитерроризме, суверенитете и национальной безопасности. Например, Венецианская комиссия и специальный докладчик ООН по праву на мирные собрания должны продолжать делать обзоры и выпускать свои отчеты. У меня еще 3 рекомендации, но спасибо большое за время, которое я получил. Your brevity. Спасибо за краткое выступление. Сейчас у нас Узбекистан, а потом Republican Public Associations Union of Lawyers of Kazakhstan. Узбекистан, вам слово. Спасибо, господин модератор. Делегация Узбекистана. Узбекистан представил пакет реформ, продвигающих систему, также и в систему, которая соответствует международным стандартам. Это оставляет нас в международным ранкингам, например, принципам 2021 года. Это позволяет нашим гражданам иметь влияние на законопроекты. Например, в наше законодательство было внедрено много
предложений граждан, например, будет 21% тысяч таких документов будет внедряться по 26 году. Год мы считаем, что это является важным фактором для расширения верховенства права в нашей стране. Узбекистан придерживается расширению доступа к правосудию на основе варшавских и киевских рекомендаций. Мы создали соответствующие документы, также в связи с оцифровки системы правосудия, которая запустится в этом году. Институт семейных судей был также запущен в качестве пилотного проекта в некоторых регионах нашей страны для обеспечения защиты, для обеспечения также доступа к правосудию, в особенности уязвимым группам, женщинам, инвалидам. Мы внедрили некоторые изменения в наше законодательство, что также это также расширится путем обеспечения доступа к услугам юристов. Спасибо за ваше внимание. Спасибо. А сейчас у нас Republican Public Association Union of Lawyers of Kazakhstan, а потом Independent Human Rights Protectors. Меня зовут Спасибо большое. Казахстанский союз юристов. В своем выступлении я бы хотел поднять вопрос о важной роли юридического профессионального сообщества в деле обеспечения независимой судебной власти и ее подотчетности. Действительно, при объединении юристов, адвокатского сообщества, их голос может быть услышан. У нас есть положительный пример в этом. Как вы знаете, в Казахстане много лет была такая вопиющая несправедливость, когда кассационная инстанция Верховного суда была практически недоступна определенной категории граждан, сумма спора которых была меньше установленной законом. Наконец, мы, благодаря тому, что много лет поднимали этот вопрос на уровне, и правительства Сената и Мажилиса Республики Казахстан смогли поднять этот вопрос, и, наконец, со следующего года кассационная инстанция будет у нас сплошной, то есть все граждане Казахстана могут воспользоваться своим правом, конституционным правом на равный доступ к правосудию. Это очень важная вещь, о которой не стоит забывать. То есть когда юристы и адвокаты добиваются политического влияния, это тоже серьезно и влиятельно оказывает влияние на законодательную систему. К сожалению, юристы и адвокаты у нас не очень хорошо представлены в Мажилисе и Сенате, то есть юристов там очень мало. Я надеюсь, что мы будем добиваться этого политического влияния и создавать те законы, которые будут на самом деле обеспечивать независимую судебную власть. Как вы знаете, Конституционный суд уже несколько лет работает в Казахстане. Тот самый Конституционный суд, который был ликвидирован при Назарбаеве. И, наконец-то, сегодня Конституционный суд стал тем институтом, который обеспечивает, на самом деле обеспечивает конституционную законность. Я бы хотел отметить, конечно, и большую роль административной юстиции, о которой мы сейчас в Казахстане очень много говорим. Действительно, когда мы установили, что не государство имеет преимущество в суде перед законом, а именно гражданин и юридическое лицо, которое не обязано доказывать в суде. Эта обязанность у нас возложена именно на государственный орган. И административная юстиция призвана служить делу обеспечения справедливости. Я надеюсь, что такие позитивные изменения, они внушают нам надежду на то, что юридическое профессиональное сообщество Казахстана может и будет в дальнейшем добиваться новых побед. Спасибо. Thank you very much. Now we have the independent. Независимые защитники прав человека, Independent Human Rights Protectors, и потом Таджикский центр по правам человека. Я Муазза Махон Кадырова, таджикский адвокат, независимая правозащитница. К сожалению, Таджикистан занимает одно из ведущих мест среди авторитарных государств.
что негативно отражается на состоянии верховенства закона и независимой судебной системы. В течение многих лет в Таджикистане судебная власть не обладает самостоятельностью, а судьи назначаются исключительно президентом, что исключает возможность объективного и беспристрастного судопроизводства. Судебная система страны находится под полным контролем исполнительной власти, и этот контроль носит репрессивный характер. Властные структуры используют суды как инструмент для подавления политических оппозиций и инакомыслящих. В частности, судебные процессы против политических оппонентов, правозащитников и критиков правительства проходят с нарушением принципов справедливого судебного разбирательства. В таких делах часто отсутствует участие независимых адвокатов, а судьи выносят решения на основании обвинительного заключения, которые не подкреплены достаточными и достоверными доказательствами. Например, после жестокого подавления протестов в Горно-Бадахшанской автономной области в 2022 году обвиняемые лица не имели доступа к правовой защите на протяжении следствия и судебного процесса. А доказательства, представленные стороной обвинения, не было должным образом рассмотрены судом, а также в деле лидеров исламской партии, а также в деле группы 24, а также в данное время в лидера группы 24 Сурхоба Зафара и его члена группы 24 Насимжон Шарипова в настоящее время проходят за закрытыми дверями и без участия адвокатов. Это грубое нарушение основных прав, закрепленных как Конституция Таджикистана, так и международных обязательствах страны, включая Международный акт о гражданских и политических прав. Правовой институт практически не функционирует. Адвокаты боятся брать уголовные дела политического характера, чтобы не повторить мою участь и участь моих коллег, которые сидят в тюрьмах Таджикистана. В результате судебный приговор по политическим делам носит явно репрессивный характер и не соответствует стандартам справедливого суда. Подобная ситуация ставит под сомнение саму идею правосудия в Таджикистане и требует немедленной реформы для восстановления верховенства закона и независимой судебной системы. Многие активисты вынуждены покинуть страну, к сожалению, сталкиваясь с ограниченными возможностями для борьбы за свои права и международный уровень. Мои рекомендации. Я призываю международное сообщество и правозащитные организации должны усилить давление на власти Таджикистана, требуя гарантии независимых судов и справедливых судебных репрессий, особенно по делам политических оппонентов и критиков режима. Усилить мониторинг за ситуацией за правами человека в Таджикистане, особенно в местах лишения свободы. Мониторинг в местах лишения свободы необходимо допустить международные и местные правозащитные организации, такие как Международный комитет Красного Креста, к регулярным проверкам в тюремных и местах предварительного заключения. Мониторинг условий содержания заключения может значительно снизить уровень жестокости обращения и возможность подтвердить пытки. Спасибо. Okay, thank you very much. Now we have the Tajik Center. Сейчас у нас Таджикский центр по правам человека, а потом Ассоциация Центральных азиатских иммигрантов. Спасибо, господин модератор. Я Ильхомджон Якубов, представляю Таджикский центр по правам человека. Уважаемые коллеги, сегодня я хочу затронуть одну из важнейших тем для региона Центральной Азии, в частности для Таджикистана. Право на справедливый суд. Несмотря на международные обязательства и гарантии, прописанные в Конституции страны, ежегодные отчеты правозащитной организации, включая Международную комиссию юристов, показывают, что независимая судебная система в Таджикистане фактически отсутствует. Таджикские власти планомерно усиливают репрессии в отношении политических оппонентов, религиозных и этнических меньшинств. Сотни гражданских активистов и правозащитников подвергаются преследованию и произвольным арестам. Государство делает все возможное, что уничтожит гражданское общество в стране. Особенно тяжелая ситуация складывается в отношении политических оппонентов и активистов. В подавляющем большинстве случаев судебные разбирательства проходят без участия адвокатов. Адвокаты, которые решают защищать политических оппозиционеров, сталкиваются с преследованиями, угрозами и в конечном итоге лишением свободы. Примером этому служит Нуридин Махкамов и Бузурмех Йоров, которому в 2016 году
приговорили к 28 годам тюрьмы, а в прошлом году увеличили срок еще на 10 лет. Он был наказан за то, что защищал представителей таджикской оппозиции. Это показывает, что система в Таджикистане намеренно парализует работу правозащитников, что делает невозможным обеспечением справедливого суда для оппонентов режима. Закрытие судебных заседаний, отсутствие адвокатов и запугивание родственников – это не исключение, а норма в Таджикистане. Судьи по политическим делам проходят в закрытом режиме, без присутствия родственников или представителей общественности, что грубо нарушает международные стандарты правосудия в тех редких случаях, когда родственникам разрешено присутствовать на заседаниях суда, они боятся рассказывать о ходе процесса из-за страха преследования. Мы рекомендуем запустить московский механизм ОБСЕ в Таджикистане, как запустили в России и в Беларуси. Спасибо за внимание. Спасибо. А сейчас у нас Ассоциация центральноазиатских мигрантов, а потом фонд для межкультурной интеграции. Коллеги, дамы и господа, меня зовут Мирзорайм Кузов, я представитель Ассоциации Центральной Азии мигрантов в Европе. Без обеспечения независимой судебной системы и гарантированной свободы слова невозможно победить коррупцию нигде в мире. Если даже там, где за коррупцию предусмотрена смертная казнь. Может, вы спросите, а при чем тут коррупция? Председателем Верховного суда Республики Таджикистан с 2015 года является некий Шермухаммад Шохион, который до назначения на должность Верховного судьи возглавлял Центральную избирательную комиссию. Таким образом, практически по всем вопросам, обсуждаемым ежегодно на данной площадке, по которым к Таджикистану предъявляются претензии, этот человек играл и играет ключевую роль. Посудите сами, в стране, где средняя заработанная плата составляет $170 в месяц, Верховный судья страны занимается коневодством. В хозяйстве этого барина содержатся дорогие породы скакунов, годовые содержание которых может превышать годовой бюджет всей судебной системы страны. Заинтересованный такой судья в верховенстве закона. Можно ли ожидать судебной справедливости от такого суда? Какие можно давать рекомендации? Кроме призыва к цивилизованному миру о введении жесточайших индивидуальных санкций против таких чиновников. Спасибо за предоставленное слово. Благодарю за внимание. Спасибо. А сейчас у нас Фундация на жертву интеграции мигрантов, фонд за межкультурную интеграцию, а потом National Alliance of Tajikistan. У нас нет фонда для межкультурной интеграции? Нет. Тогда проходим к Национальному союзу Таджикистана. Меня зовут Салим Исабаев, я являюсь пресс-секретарем Национального альянса Таджикистана. Здравствуйте, дамы и господа, уважаемые члены стран, членов ОБСЕ. Перед сегодняшним заседанием я приготовил небольшой доклад, чтобы представить вам, но в последнюю минуту я подумал, что я лучше скажу своими словами. То, что здесь в данный момент в этом строю находились 5 представителей из Таджикистана, само говорит о том, что верховенство закона и независимый суд в Таджикистане отсутствует. Да, судебная власть, судебная система и вообще независимый суд – это является одним из принципов демократии, демократического общества, демократической страны. Но
К сожалению, это у нас, хотя есть по Конституции и все его формальные институты, они присутствуют, но оно не работает. Потому что судебная система вся является подконтрольной одному человеку. Это президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, которого мы называем диктатором. Потому что 30 лет находясь у власти, он меняет под себя каждый раз Конституцию. Это и говорит о законе в нашей стране, о его месте. Все люди, все активисты, все политики, которые этим действием, незаконным действием власти выражают свои претензии, они оказываются за решеткой. Не на 1 и на 2 года, а на 20 лет за решеткой. Только что мой коллега Аслидин Шерзамонов здесь показал фотографию Ульфатхану Мамадшоевой, правозащитницы. 67 лет, если не ошибаюсь, ей. Ей дали более 20 лет. Представьте себе, во сколько она видит из тюрьмы. Я, конечно, могу сейчас вам сказать по докладу все по бумаге прочесть, но я хочу сказать свои слова, которые у меня находятся в сердце, чтобы оно дошло до вас. Наше общество, таджики, в данный момент, присутствуя здесь, надеемся на вашу помощь. И то, что мы присутствуем здесь, это, если лично я сам себе отдаю отчет, что после этих моих выступлений, это мое 3-е выступление, что будет с моими родными в моем Таджикистане? Я это представляю себе, я это даю от себя отчет. Но у меня есть надежда. И за эту надежду я готов дать жертвы. Но я верю в вас. Верю в вас, каждого, кто здесь есть, присутствует, кто слышит меня. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. Сейчас у нас Tajik Youth for Revival of Tajikistan, а потом Center for Economic and Social Development. Спасибо, господин модератор. Дамы и господа, меня зовут Рамиль Саиди. Я представляю Tajik Youth for Revival of Tajikistan. Спасибо за возможность высказаться по критичным вопросам свободного правосудия в Таджикистане. Оно является основой верховенства права, однако оно находится далеко не в лучшем состоянии в Таджикистане. Независимость правосудия находится под политическим контролем. Его глава назначена президентом Рахмоном, что противоречит его независимости и превращает его в инструмент политического контроля. Это вызывает огромные сомнения в беспристрастности всей системы. Это отсутствие безопасности начинается с трактовки политических диссидентов. Давайте возьмем пример Загара, председателя движения Сирипа, его коллеги Сирипова. Они были якобы присланы в Таджикистан незаконно. После процессов, которому не было доступа ни его семьям, ни публичности, мы пока не знаем, не получил он доступ к адвокату. То же самое случилось и с другим лицом, которого приговорили к 17 годам лишения свободы. Как можно говорить о правосудии, если такие судебные производства ведутся в закрытом режиме?
это не ограничено к политическим деятелям. Также и блогеры, журналисты были осуждены по разным обвинениям. Например, журналисты, как Нурмали, Бурмагомед Суда и другие, были приговорены к длинным срокам только за то, что они пользовались своим правом на свободу выражения. Моя рекомендация обеспечить, для обеспечения беспристрастности необходимо восстановить свободную правосудебную систему для всех интеллектуалистов. Всем спасибо. Спасибо. А сейчас у нас Центр по экономическому и социальному развитию, потом Institute for Reporters Freedom and Safety. Добрый день. И меня зовут Зара, и я представляю Центр по свободе и безопасности. Нет, но перед вами выступает Центр по экономическому и общественному развитию, только потом вы. Есть ли в зале Center for Economic and Social Development, Центр по экономическому и общественному развитию? Нет. Тогда, конечно, Институт по свободе и независимости журналистов. Отсутствие независимой судебной власти в Азербайджане является очевидным. Есть политически мотивированные разбирательства, которые дискриминируют людей по признакам этнического происхождения. Есть конкретные примеры. Адмилов, господин Адмилов, который жил в Беларуси с детства, в июне вернулся в Азербайджан на свадьбу, но его задержали следующего дня. Сейчас он обвиняется в серьезных преступлениях против государства. Это политически мотивированные обвинения. Он просто проводит работу исследования над этническими группами. Правительство Азербайджана притесняет голоса меньшинств и иномыслящих. Президент пытается реализовать интересы государства. Например, судья Кафарова была назначена президентом в 2018 году, и у нее есть история выполнения политически мотивированных инструкций и поручений. Мы требуем, чтобы все политически мотивированные обвинения против этого человека были отозваны. Особенно, что он занимается научными исследованиями меньшинств. Его обвинение – это нарушение прав человека. Мы призываем международное сообщество осудить эти обвинения и эти преследования и мониторить ситуацию, связанную с правами человека. Призываем освободить Амилова и других незаконно задержанных. Спасибо большое. Сейчас ADF International, а потом Legal Analysis and Research Public Union, Общественный союз правовых анализов и исследований. У нас есть с нами IDF International? Нет. Тогда проходим к последнему докладчику по списку Legal Analysis and Research Public Union. У нас их также нет, правда? Ладно, тогда мы достигли конца нашего списка. Мы выслушали почти 50 высказываний со стороны делегаций и неправительственных организаций. Я хотел бы поблагодарить вас за ваш вклад в нашу сессию. Я сейчас передам слово госпоже мадам Матье произнести окончательное слово. Спасибо, господин модератор. Уважаемые участники, я хотела бы поблагодарить вас за очень освещающие высказывания, которые привели к нашему
видению все элементы опасности, которой подвергаются судебные системы в многих странах, участниках ОБСЕ, касательно институтов и судебной независимости, как было укреплено в области прав человека, это привело к оцифровке, но такие явления, как назначение судей, неправильное применение дисциплинарных процедур все еще продолжаются. Также притеснение адвокатов существует. Роль гражданского общества является основополагающей. Обеспечение этого в беспристрастности судей, эти можно было бы это сказать, но надо, чтобы их также поддерживали другие ветви властей. В этом плане надо подчеркнуть роль ОБСЕ. Эта организация все формирует мнение по поводу правосудия и независимости судей, что отражается также на законодательной и выполнительной власти. Я призываю также институты правосудия и надеюсь, что они будут не только причиняться к достижению этих целей в случае их действий, но также высказывать свое мнение, когда они найдутся под угрозой. Спасибо огромное, спасибо за то, что вы сказали, за ваши окончательные слова. Я хотел бы также сказать, что дополнительные мероприятия сегодня начинаются в 14:30. И напомнить вам, что регистрация на пленарную сессию в понедельник начинается сегодня. Хотел бы также поблагодарить вас всех за участие и наших переводчиков за их работу. Спасибо.